В апреле месяце, 7 числа, в Театре оперы и балета состоится мой 4-й сольный концерт 15-летию творчества, как я начала заниматься профессионально эстрадным искусством, как меня взяли на работу в Театр эстрады Республики Саха-Якутия, 15 лет исполняется. Концепция концерта будет иная, будет как моноспектакль, в другом амплуа буду выступать, не как только певица, да, так же как и актриса. 15 лет тому назад была совсем другая Ника, молодая, амбициозная. С каждым годом набирается опыт, набирается другое видение, исполнение. Жизнь меняется, разум меняется, душа меняется, видение совсем другое. Я с детства мечтала быть певицей, но воплотить ее не так было просто. В 1999 году я поступила в колледж культуры и искусства на организатора работы телевидения и радио. Я должна была быть диктором или там редактором на телевидении, но так получилось, что со 2-го года, да, курса меня мой куратор перевела на эстрадное отделение, так как больше уделяла внимание на эстраду, на пение, больше гастролировала, участвовала во всяких межрегиональных, а также всероссийских конкурсах, в республиканских конкурсах. Поэтому я обучалась у таких мэтров, как Светлана Александровна, Егор Ильич Неустроевы, студия Тулуйхан. Закончила эстрадное отделение. И, конечно же, после окончания учебы долго не могла найти работу. Однажды, встретив своего друга Клима Федорова, он предложил поехать с ним на гастроли в его творческой группе. И с того времени все началось, и в 2003 году меня взяли на работу. Клим Федоров этому и способствовал. Каждый артист, наверное, так не считает. На чем-то останавливаться и сказать, что я уже достигла чего-то, это, мне кажется, непрофессионально. Надо что-то новое искать, надо каждый раз чем-то удивлять. Новый формат нас, работников, артистов, очень сплотил. Естественно, каждый день у нас репетиции, гастроли по улусам. И вообще очень интересно. Вот последняя постановка «Сюрях Таберин Турухары», «Пока бьется сердце» Сафрона Данилова. Там у меня очень даже замечательная роль Степаниды Хастаевой. Ну, люди говорят, что мне очень идет эта роль, и мне очень даже отрадно и приятно именно играть ее. Она очень яркая такая, характерная роль. Но на этом, конечно, все не кончается. Впереди еще новые постановки. Впереди, пока еще молодые, будем работать, поэтому ждем ролей. Бабушке моей сейчас, Аксинье Семеновне Спиридоновой, 90 лет. В этом году ей будет 91. Она живет в Горном Усе, в Бердигистяхе. По возможности стараемся к ней ездить. Очень много гастролей бывает в Бердигистяхе. Каждый раз к ней захожу и каждый раз навещаю ее. Летом, в основном на каникулах, едем к ней помогать по дому, по хозяйству. Она очень большой критик мой, ценитель
Если у тебя там в одежде что-то не то или в прическе не то, она сразу тебе звонит и говорит: Оля, тебе это не идет, Оля, давай это так. И поэтому она очень бурно всегда во всем, с первого класса вообще, с детства она участвовала в моей творческой жизни. Она шила мне костюмы, она дала меня в музыкальную школу, в хоровое отделение, в театральное отделение, на хомус ходила, на танцы ходила. Вообще, вот в становлении творческой личности бабушка сыграла самую большую, огромную роль. Мама моя очень болела. Родив меня, она сразу опять же легла в больницу, поэтому она никак не могла следить, смотреть за мной. Поэтому бабушка, конечно же, взяла на свои плечи по воспитанию меня. И я очень ей благодарна. Она до сих пор у нас командир семейства. В общем, даже в трезвом уме сейчас, ну, старая, конечно, но очень трезвом уме. Всех до сих пор ругает, всех за всеми контролирует. Ну, конечно же, советской закалки бабушка у нас. Мама моя умерла, когда мне было 12 лет, от болезни. Хотелось бы воспитываться у мамы, но у меня с братом так и не получилось. Конечно, ее очень не хватает, как и каждому ребенку, каждому дитя. Вот так вот. Я замужем, вот уже как 3 года. В 2015 году сыграли свадьбу. Муж мой с Вилюйского Улуса, из села Киров. Дочка у меня. В этом году заканчиваем школу. В этом году исполняется 17 лет. Уже большая девочка, умница, моя подруга. Самое лучшее, что есть у меня, дочь. Я ее с детства именно не прививала любовь к культуре, к творчеству. Хотела, чтобы она пошла по другим стопам. Хотела бы, чтобы она стала там врачом, да, или так далее. Ну, как-то, ну, если честно, я не хотела ее видеть именно в этой сфере, в сфере культуры. Но так получилось, что яблоко от яблони недалеко. Отец тоже был творческий человек, поэтому она хочет поступать именно на музыкальное отделение. Очень много выступает, в школе выступает, звездочка школы, на всех мероприятиях. У нее дар организатора. Она может стать очень хорошим даже режиссером. Она очень хорошо рисует. Творческий человек, в общем. Никогда об этом не задумывалась. С детсадовских лет уже знала, что я хочу стать певицей, и воплотила в жизнь. А вот вы изначально поступили на организаторскую? Ну, потому что в том году не было набора эстрадного. Если бы был набор, я бы поступила, конечно, на эстрадное отделение. А потом уже на следующем, в следующем году открылся. Там заочники, по-моему, приехали, и с ними там нас соединили. Нас там всего лишь 4 или 3 нас было на курсе. Поэтому так вот и закончили. А на самом деле иногда тоже немножко так жалею, что я не закончила вот именно телевизионное, да, отделение. Это очень интересное отделение было, очень интересная учеба была. Ну, если бы я отучилась бы на организатора работы телевидения и радио, я была бы вашей коллегой, там, я работала бы на телевидении, как и мои однокурсники все работают, все добились успеха.